Тамбовский УЛУС прибывают педагоги и медики в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор», реализуемых по нацпроектам образования здравоохранения. Оснащение новым оборудованием и автотранспортом Центральной районной больницы. По соцконтракту господдержку в Тамбовском районе получили свыше 100 жителей. Подробнее об этих событиях смотрите в этом репортаже. Первые приглашенные учителя по программе «Земский учитель» – это предметники по математике и физике. Одна из них приступила к работе в Хандекской средней школе, вторую ждут в Джибарике-Хаинской средней школе. Учитель математики Чейзатма Дангак приехала в Хандекскую среднюю школу из Тывы. Стаж работы 7 лет. Начинал свою деятельность в родной республике. Здесь она быстро влилась в многонациональный коллектив школы и рада новым впечатлениям. Ну, учитель есть учитель, призвание получается, да. Ну, хоть здесь, хоть где, но все равно ты уже учитель, поэтому мне как бы программа помогла, потому что вот хотела решить проблему с жильем своим, да. Как бы немножко тоже это решилось. В целом, я думаю, что программа, ну, для школы в том числе, учителя не хватает каждый раз. Учителя меняются и так далее. Вот по программе именно если приехали работать, то значит уже на 5 лет учитель уже понятно, что он не будет меняться. Если, конечно, все условия и все стороны, ну, согласны с этим. В новом учебном году в Тамбовский УЛУС прибыло 7 педагогов. На 2024 год в районе остаются открытыми 45 вакансий. 3 вакансии мы нашли через сайт «Работа в России». Очень замечательно работаем с центром занятости. И мы очень рады, что нам так повезло, и планируем в будущем тоже подавать заявки и участвовать, потому что это огромное подспорье для школ. На сегодняшний день у нас 1 вакансия, тоже очень важная, педагог-психолог. И сейчас мы тоже будем подавать заявку, и в будущем надеемся, что по этой программе к нам и психолог приедет. В Тамбовском районе остро стоит вопрос обеспечения педагогическими кадрами сельских школ, который решается не только на уровне управления образования, но и администрации УЛУСа. В целях привлечения в систему образования педагогов с 2022 года постановлением главы Якова Степанова для педработников, прибывшим на работу в УЛУС, предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 200 тысяч рублей и возмещается 50% арендной платы за жилье. Муниципалитет Тамбовского района по программе «Земский учитель» помогает жильем. В этом году у нас утверждена квота учитель математики и физики в Джибарике-Хаинскую среднюю школу. Также предоставляется место в детском саду для ребенка, и супругу или супруге педагога помогаем трудоустроиться, если есть вакансия. В школах нуждаются в учителях математики и физики, истории и обществознания, педагогах, психологах, поэтому госпрограммы очень востребованы, и особенно в отдаленных селах. В 2021 году в стационаре Тамбовской больницы открыт КТ-кабинет с оборудованием на сумму более 70 миллионов рублей, в том числе 16-резным компьютерным томографом. Улучшилась диагностика пациентов с инсультом, внедряется исследование злокачественных образований с контрастированием. За год проводится более 400 исследований, а всего за это время сделано свыше 1500. У нас тоже раньше была тоже компьютерная томография, но на старых аппаратах. Они, конечно, совершенно другие по качеству и по всему. И все это было в пленке. То есть это была не электроника, это была пленочная. Много снимков проявлялось, большая лучевая нагрузка для больного. А сейчас все это, конечно, более доступно и более... И кроме этого, вот все снимки наши видит вся Россия может. В любой больнице могут посмотреть, найти в базе и посмотреть этого больного и его снимки. Первичное обследование здесь, но дальше уже едут, и там проще. Они не стоят там дольше в очередях, уже приезжают совсем готовым. Идут сразу на прием к специалистам узким. С января в Тамбовской райбольнице начал работать цифровой маммограф, оборудование для рентгенографического обследования молочной железы. Новый маммограф заменит в больнице старый пленочный. На данный момент одно из первых мест по онкологическим заболеваниям занимает рак молочной железы. Данная аппаратура улучшает диагностику и раннее выявление на ранних стадиях заболевания, что, конечно же, очень улучшает
оздоровления, излечивания пациентов, да, на первых-вторых стадиях. С открытием КТ-кабинета сократилось число выездов пациентов на обследование в город Якутск. Теперь все это стало возможным в районной больнице. Главная задача здравоохранения – обеспечить доступность качественной медицинской помощи населению. И Тампонская центральная больница идет в ногу со временем. В Тампонской центральной больнице все специализированные автомобили предоставлены в рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Я работаю уже 7 лет. Вот были старые машины, сейчас уже обновляется автопарк. Сзади меня новая машина, которую получили в 2021 году. Вот есть 17-й год, 16-й год. В дальнейшем хотели бы еще, чтобы были новые машины. Старые списывались. На сегодняшний день все врачебные лаборатории оснащены новым транспортом, начиная от оленеводческого села Тополиное, что в 300 километрах от райцентра, и заканчивая шахтерским поселком Джибарики-Хая, который в 70 километрах от Хандыги. До этого на старой машине ездили. Потом с Хандыги забирали, ездили. Так, сейчас мы уже будем на новой машине возить. Сейчас вот собираюсь ехать туда, в Джибарики. В эти дни новая специализированная машина доставлена в Джибарики-Хая, которую в середине января главный врач Тампонской больницы Владислав Крылов получил из рук главы республики Айсена Николаева. Поселок Джибарики-Хая находится в труднодоступной местности, поэтому врачебная лаборатория остро нуждалась в транспорте. Но автомашины во всех врачебных амбулаториях, которые выделены, они улучшают доступность медицинской помощи для транспортировки пациентов до районного центра. Мы очень благодарны руководству республики в лице нашего Ильдархана Айсена Сергеевича, также Министерству здравоохранения республики в лице Лены Николаевны Афанасьевой. В эти дни ведется работа по приобретению 4-го реанимобиля для больницы и специальной автомашины для поликлиники. Тогда автопарк Тампонской ЦРБ будет полностью обновлен. Ряды медицинских работников ежегодно пополняют молодые специалисты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Супруги Елена и Андрей Новогодины 3 года назад, после окончания Якутского мединститута, приехали работать в Хандугу. Оба они стоматологи и работают в одном кабинете. Мое рабочее место. Здесь мы принимаем пациентов. С 9 утра и до 5 вечера. Им очень понравилось жить в райцентре Тампонского улуса, поэтому в 2023 году заключили договор по программе «Земский доктор» и еще на 5 лет остались в этом поселке. Администрация поселка Хандыга нам выделила квартиру муниципальную по договору социального найма и также предоставила места нашим детям в детском саду Колокольчика. Мы остались в поселке Хандыга, потому что здесь очень у нас все налажено, налажен быт, налажены контакты. Мужу нравится здесь охотиться, рыбачить. В 2023 году в Тампонский район прибыли 4 врача – оториноларинголог, стоматолог, хирург, гинеколог и 2 фельдшера в службу скорой помощи. В сентябре на работу вышла врач-оториноларинголог Анна Платонова. В центральной поликлинике долго не было врача этой специализации, поэтому пациенты были очень рады приезду молодого врача. Из моего курса 3 человек устроились работать в заречных районах. Я выбрала самый дальний район, Тампонский, так как я сама родом из Чурапчинского района, чтобы часто выезжать к родным. Коллектив мне понравился. Много молодых специалистов и опытных врачей, которые помогают советами и практическими навыками. Молодые врачи, переехавшие на работы в села и поселки городского типа, по договору в рамках федеральной программы получают по 2 миллиона рублей, и фельдшеры по 1 миллиону. На новом месте они должны отработать 5 лет. В этом году ожидается приезд еще 2 терапевтов, открыты вакансии педиатра, кардиолога и дерматовенеролога. Социальный контракт как поддержка от государства, который помогает в трудной жизненной ситуации для самых незащищенных слоев населения. В Тампонском улусе в 2023 году по соцконтракту получили поддержку свыше 100 жителей на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. В свободное время многие любят заниматься творчеством.
Кто-то печет торты, кто-то шьет, другие изготавливают украшения. Хобби помогает отвлечься от дел и забот. Однако они могут приносить еще и хороший доход. Так и получилось у хантыкчанки Айталины Колодезниковой, которая открыла парикмахерскую в родном поселке. Наша героиня Айталина Колодезникова – молодая мама и начинающий парикмахер. Уже 1,5 года, как она работает только на себя. Начинала выездным мастером, а с ноября 2023 года открыла свой салон. В Хандыге очень сложное место выбрать, потому что здесь аренда помещения очень дорогая, особенно в центре. Мне тут повезло в Вильге найти место за аренду. Аренда не такая дорогая, и плюс тут еще уже сразу была проведена вода. Это тоже было очень важно. А в большинстве мест, где сдавали, там без воды, поэтому надо было проводить еще дополнительно воду, поэтому это был идеальный вариант. На полученные 300 тысяч рублей Айталина Колодезникова сделала ремонт помещения и закупила все необходимое оборудование для стрижки, окрашивания и ухода за волосами. Я бы хотела, конечно же, помещение побольше открыть, и я хотела бы побольше обучиться и повысить свое мастерство, и потом уже обучать, возможно, других людей. То есть даже в Хандыге здесь молодых девчонок или парней. В Тампонском районе за прошлый год реализовано 102 социальных контракта. Жители с уровнем дохода ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на такую меру поддержки и направить средства на профессиональное переобучение, открытие собственного бизнеса. Кроме того, нуждающиеся семьи могут использовать выплаты, полученные в рамках программы содействия, на покупку товаров первой необходимости. На сегодня заключено 102 социальных контракта на сумму более 20 миллионов рублей. Наиболее популярные направления осуществления предпринимательской деятельности, по которым граждане заключают социальные контракты, это сфера красоты, туризма, общественного питания, бытового обслуживания. В Тампонском районе благодаря социальному контракту большинство обратившихся увеличили свои доходы в среднем в 1,5-2 раза, а 80% получивших господдержку – это многодетные семьи.